В Сосногорске по решению арбитражного суда одна из автостоянок попала под запрет и должна быть перенесена. Она размещалась в охранной зоне тепловых сетей. Суд обязал администрацию Сосногорска переместить объект в безопасное место. Чем грозит близкое расположение к теплосетям, узнала Анастасия Тюрнина. Это автостоянка в самом центре Сыктывкара. Территория за торговым центром никогда не пустует. Машины здесь стоят круглосуточно. Невооруженным взглядом заметно, как местами растаял снег. Именно там, под асфальтом, и располагается теплосеть. Бывает, что дефект, после появления дефекта на тепловых сетях, происходит размыв грунта. То есть, соответственно, происходит провал асфальтового покрытия, и непосредственно могут провалиться и машины, соответственно, и люди. Парковки в таких местах размещать запрещено. Охранная зона 3 метра в каждую сторону от края коммуникаций. С 2020 года коми-филиал ПАО «Т+» проводит инспекцию таких участков во всех городах своего присутствия. Было выявлено 293 незаконных постройки. Гаражи, сараи, торговые ларьки, автопарковки. 114 нарушений уже устранено. Но до сих пор только в столице в опасной близости от теплотрасс размещено 130 объектов. Среди них даже детские площадки и жилые здания. На данном объекте у нас характерно видно, что детская игровая площадка находится в охранной зоне тепловых сетей. Соответственно, такие объекты у нас появляются, если идет строительство дома. Это получается закрытая территория. И происходит возведение дома. После этого для того, чтобы сдать дом, нужно произвести благоустройство территории. Соответственно, сделать асфальтирование проезжей части и детскую площадку, скорее всего. Но когда возводят детскую площадку, никто не консультируется с ресурсоснабжающими организациями по поводу возведения данных объектов. Всем собственникам незаконных объектов выдаются предписания по устранению нарушений. Либо на демонтаж или перенос сооружений. Кто-то добровольно идет навстречу и прислушивается к рекомендациям. С теми же, кто игнорирует и подвергает людей большой опасности, вопрос будут решать через суд. Анастасия Тюрнина, Татьяна Супряткина, Артем Соколов, телеканал Юрган.